Рыбий жир в цистернах самый свежий. Сухумский рыбкомбинат оснащен современными агрегатами, которые позволяют проводить процесс переработки качественно. И потому специалисты завода уверенно заявляют о высоком качестве и жира, и рыбной муки, которые скоро отправятся на экспорт. Не менее важно и то, что в процессе переработки не образуются отходы, но рыбный запах окутывает всю прибрежную часть столицы и не дает надышаться свежим воздухом. Логично предположить, что неприятный запах образуется из-за всевозможных нарушений условий работы заводов. А душевое пшё подзы абрахи нас юфтахыр гифтахам ге хучика фи алот норма койрук фи дирейх фильтр кота глоба бра вы мызгызны рджот и псахот и вот жогоб и псахо вы постоянно вы чобание на производство на англо бра и талан и псахот и джана. Вылов рыбы во время путины контролируется Государственным комитетом по экологии и охране природы Абхазии. Экологи сюда каждый день чуть ли не приходят. В начале в сезона, в середине. Они постоянно здесь находятся. Они постоянно все заводы обходят, контроль. Люди, если экологам не верят, кому его? Эколог был дня 4-5 назад здесь был. Они постоянно ходят. Что они проверяют? Все. Министр сельского хозяйства Беслан Джокуа лично держит на контроле процессы, связанные с путиной, и охотно дает пояснения на любые вопросы обеспокоенных граждан. Вместе с экологической службой и специалистами из СКБ вот за эти длинные каникулы, что были вот новогодние праздники, после того, как в соцсетях появились недовольства населения или в Гаграх, или вот в акватории Сухума, были проверены на факт соответствия экологическим нормам. Заводы практически работали, не нарушая этих правил, и рыболовецкие суда. Другое дело, что когда был шторм на море, шторма были, как порт укрытия использовали эти сейнеры и транспортники Сухумскую бухту. И вот скопление этих кораблей вызвало у людей, они же не понимают, да, недоумение, что они работают. Они практически просто находились. Это у нас разрешение имеют 27 ловцов и 32 транспортника. Отдельные суда — это транспортники, те, которые рыбу после того, как сейнер ловит, привозят на завод. Рыбоперерабатывающих заводов в Абхазии всего 9 в Сухуме, Ачимчире и Ачгуаре. На каждое предприятие приходится по 2 или 3 рыболовных сейнера. С начала путины общий объем уже выловленной рыбы составляет чуть более 21 тысячи тонны хамсы, в то время как на прилавках рыбных магазинов ее практически не найти. Я вообще люблю рыбу. Хамса хорошая. Барабулька вообще золото. А хамсу покупали? Хамсу по 100 рублей. Реализатор рыбного павильона Екатерина Шакрыл рассказала, что клиенты часто интересуются наличием хамсы. В таком количестве, как раньше, ее нету, не продается. Но Министерство сельского хозяйства нам обещало, вот сейчас уже после Нового года, если будет качественная, большая, крупная хамса, они нам ее будут поставлять. Они обещали бесплатно нам отдать. Мы, если они нам бесплатно дадут, транспортные расходы, выгрузка, рабочие, девочкам надо заплатить что-то, 50 рублей, 60 рублей, мы можем ее продать. Такая договоренность между реализаторами рыбы и Министерством сельского хозяйства и правда существует. Клиенты хотят крупную хамсу, потому, как пояснил Беслан Джокуа, остается ждать, пока представители заводов сами сообщат о готовности обеспечить рынок крупной хамсой. Мы связались с нашими магазинами, которые в основном торгуют рыбой на рынке. И когда у них есть товарная хамса, то есть это определенный размер за 7 сантиметров, там, то есть не мелкая хамса, то они им готовы бесплатно отдать хамсу до 100-200 килограмм, чтобы можно было на рынке торговать. Но, к сожалению, то ли от того, что нет крупной хамсы, или сами организаторы рынка, магазины не всегда могут по телефонному звонку прибежать и забрать в нужное время рыбу. И несколько лиц как раз смогли бесплатно произвести. В основном они покупают у тех, кто посредников, у тех, кто ловит береговые наши бригады на небольших лодках.
дней 5-6 уже Путина опять приостановилась, ее практически хамса пропала, она где-то, видимо, есть ямы, где они находятся. А пока ловля рыбы приостановлена, соответственно, заводы сейчас тоже стоят, и потому жителям Маяка и в целом на прибрежье Сухума стало приятнее дышать. Экологи ни о каких нарушениях не сообщают, более того, говорят о соблюдении всех норм. Многие заводы были переделаны, и за счет тех же заводов, владельцев заводов, которые переделаны, и небольшие затраты они понесли для того, чтобы переделать фильтра тем нормам, которым соответствуют. Это просто пары, которые выходят из заводов, это не выброс, никаких выбросов испорченной рыбы. 2 завода, расположенных в районе Маяка, напоминают о себе каждый год на протяжении 3 месяцев, которые для местных жителей и в самом деле становятся пыткой. Действующие заводы запущены на базе тех, что работали еще в советские годы. Говорят, что проблема со зловонием была и тогда. Однако возникает вопрос, по какой причине подобные предприятия находятся в населенной черте. Но это тема уже для другого репортажа. Асида Маля, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.